Здравствуйте! В эфире информационная программа «Дидар». В студии Нургуль Каблбакиева. Сегодня в выпуске. В преддверии Дня благодарности представитель этнокультурного общества в Войнах раздал жезказганцам бесплатный плов и напитки. Предстоящий День благодарности в Казахстане крепко и тесно связан с историей, а в ней были события и радостные, и трагические. В ночь на 24 февраля 1944 года началась операция «Чечевица» – массовая высылка чеченцев и ингушей Северного Кавказа. Потомки помнят тяготы, выпавшие на долю предков. Об этом свидетельствует благотворительная акция, состоявшаяся в Жезказгане. День благодарности – это день торжества политики мира и согласия, благодаря которой в Казахстане создана уникальная модель общенационального единства. Символом праздника, появившегося в нашем календаре в 2016 году по инициативе первого президента Елбасы Нурсултана Назарбаева, стала благотворительность. Не остались в стороне от добрых дел и жезказганцы. День благодарности пробуждает во многих казахстанцах теплые и искренние чувства, желание творить добро. Так, представитель этнокультурного общества в Войнах, жезказганец Исрапил Кикеев, 23 февраля приготовил более 100 порций плова и раздал ароматное горячее блюдо вместе с напитками владельцам проезжающих по западной объездной дороге города Меди машин. Исрапил Кикеев – чеченец по национальности, из Тейпа рода Шуаной. Когда он переезжал из Чечни в Казахстан, его благословили старейшины, напомнив о роли казахского народа, принявшего чеченцев на своей земле в годы репрессий. В нашей стране Исрапил Кикеев получил образование, устроился на работу, создал семью. Наверное, в мире не было такого народа толерантнее, чем казахи. Потому что, будучи единственным народом на собственной земле, они приняли, насколько я знаю, 147 национальностей. Это уму непостижимо. И жили, и живем до сих пор и в мире, и согласии. Казахские семьи, имеющие по 6-10 детей, давали кров 2-3 семьям переселенцев. Сами сидели без куска хлеба, но делились чем могли. А сегодня потомки этих семей до сих пор общаются друг с другом, помнят и уважают поступок своих предков.